Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. Словения стала временным участником Совета Безопасности ООН, который прошел в Нью-Йорке. Словения будет участником в 2024 и 2025 годах. Чтобы стать хотя бы временным участником Совета Безопасности ООН, необходимо было набрать 2/3 голосов и обойти ближайшего конкурента. Ближайшим конкурентом для Словении была Беларусь. Но так как Беларусь сейчас активно поддерживает Россию, она набрала всего лишь 38 голосов, а Словения набрала 153 голоса. Словенское правительство невероятно радо этому событию. Президент и премьер-министр считают, что сейчас, после того, как Словения стала членом Совета Безопасности ООН, они смогут более активно продвигать свои интересы на мировой арене и также влиять на мировую политику. На саммите в Люксембурге министры внутренних дел Европейского Союза пытались согласовать регламент о предоставлении защиты и убежища мигрантам. Считается, что между странами-членами Евросоюза должна быть солидарность. Каждая страна должна предоставлять определенное количество убежищ мигрантам. И еще было такое предложение, что если страна, например, не хочет принимать к себе мигрантов, то она тогда должна за это платить в казну Европейского Союза. Оказывается, не все страны хотят принимать мигрантов. Например, Италия, Греция, Австрия, Польша и Венгрия сопротивляются тому, чтобы в их страны приезжало большое количество мигрантов. И также есть недовольство у других европейских стран тем, что Австрия выставила контрольно-пропускные пункты на границе со Словенией и внутри шенгенской зоны проверяет абсолютно у всех документы. И австрийское правительство, конечно же, можно понять, когда ты приезжаешь в Австрию, то сразу невооруженным глазом видишь, насколько много там мигрантов. И в Словении на этой неделе тоже произошел очень неприятный инцидент с мигрантом из Палестины. Палестинский мигрант ждал своего ВНЖ в лагере для беженцев. И неожиданно он оттуда сбежал и пришел в близлежащий городок, зашел на территорию частного дома, где увидел пожилую женщину и начал требовать у нее по-английски денег. Money, money, он ей сказал. Женщина попыталась прогнать его, но 17-летний мигрант схватил пожилую 78-летнюю женщину, затащил ее в дом и там изнасиловал. После этого скрылся, женщина вызвала полицию. Полиция, конечно же, очень быстро его нашла. Оказалось, что после этого преступления он зашел еще в один дом, откуда его удалось прогнать. И сейчас, конечно же, будет суд, и его посадят, видимо, в словенскую тюрьму. Ну а дальше, после того, как он отсидит, его, конечно же, депортируют. И, конечно, чем больше мигрантов в стране, тем выше социальная напряженность. На этой неделе произошла криминальная разборка в одном из баров Любляны. Пришли в этот бар 3 мужчины, эмоционально разговаривали и выпивали за столом, потом между ними произошел спор, и один из них встал, достал автоматическое оружие и застрелил своих собеседников. Собеседникам было 57 и 58 лет, а сам убийца скрылся с места преступления. Но через некоторое время, в этот же день, его нашли застреленным. Непонятно из новостей, то ли он сам застрелился, либо его кто-то застрелил. Ясно только то, что это были мафиозные разборки, и убийце было 48 лет. В прошлом мужчину судили за насильственные преступления, преступления против собственности и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Но даже видя из новостей, что это какие-то мафиозные разборки, очень не хотелось бы оказаться в это время и в этот час где-то вблизи такого события, стать либо свидетелем, либо случайной жертвой. Любляна стала обладательницей престижного звания «Лучший европейский город для коротких поездок».
присуждаемого организацией European Best Destinations, ведущим веб-порталом о путешествиях, посвященным продвижению культуры и туризма в Европе. Всего в список вошло 10 городов. Помимо Любляны в этот список входят Копенгаген, Лиссабон, Рига, Флоренция, Париж, Малага, Мадрид, Сан-Себастьян и Вена. Любляна – модное и безопасное место, где каждый чувствует себя желанным гостем. Это открытый, семейный и зеленый культурный центр, который каждый мечтает посетить. Так заявил представитель данной организации Максимилиан Лежен. Радиоведущий Миха Дежелак с радио «Эна» отправился в 9-й раз в путешествие по Словении на своем велосипеде со своей командой. Отправились они в это путешествие не просто так, а с целью собрать средства для детей и социально неблагополучных семей, у которых нет возможности провести свой отпуск на море. За путешествием следила вся страна, на радио «Эна» шли эфиры, куда могли люди на специальный номер отправлять платные смски, собирая деньги для детей. Вчера закончилось это путешествие и была собрана рекордно огромная сумма денег. 1 миллион 44 тысячи 829 евро 69 центов. Деньги полностью будут направлены на детей и социально неблагополучных семей. И дети этим летом смогут поплескаться в море. Друзья, на этом выпуск новостей подошел к концу. Не забывайте, пожалуйста, оставлять свое ценное мнение в комментариях, подписываться на канал и ставить лайки. Пока-пока, до новых встреч!